В селе Басла Сухумского района по улице Асланзе более 25 лет существует проблема с водоснабжением. Точнее, его вообще нет. Здесь проживает порядка 50 семей. Из-за отсутствия водопровода сельчане вынуждены покупать питьевую воду. А для полива огорода или сада, а также для других хозяйственно-бытовых нужд набирают воду из реки Басла. Но речная вода непригодна для питья, так как в нее попадает много мусора. У нас воды нету уже 25 лет. Берем с речки. Можно вообще с речки воду пить или тарелки мыть, или купать детей? Нельзя. Мы покупаем воду, привозим и вот так вот живем. Это можно так жить? Водопроводная труба, проложенная по улице Асланзе, еще в советское время пришла в полную негодность и не подлежит восстановлению. Те, кто не имеет возможности привозить воду из реки, набирают баки дождевой водой прямо от водостока с кровли домов. Но долго это продолжаться не может, говорят жители. Мы колодцев как таковых уже не имеем. Мы либо покупаем воду, либо просим у кого-то, у кого есть автомобиль. 25 лет живем без воды. Вот это главная наша проблема. Мы просим правительства, чтобы они помогли нас, поддержали. Жители улицы Асланзе, села Басла, обратились за помощью в администрацию Сухумского района. Глава района Валерий Смыр рассказал, что в районном бюджете нет средств для решения проблемы с водоснабжением в селе Басла, но отметил, что руководство республики уже знает об этой проблеме и при первой же возможности им окажут помощь. Обращаясь к жителям, конечно, хочу сказать, я понимаю, что в такую погоду без воды тяжело, и какие у них проблемы, тоже я все осознаю, но терпение, надо потерпеть. Я думаю, что этот вопрос решится, руководство в курсе и при первой возможности окажут нам помощь. Как рассказали жители улицы Асланзе, села Басла, помимо отсутствия водопровода, у них существует проблема и с дорогой. Из-за плохого состояния улицы общественный транспорт оставляет пассажиров на полпути. Сельчане просят помочь решить и эту проблему. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.